Добрый вечер. Президент Рауль Хаджимба на этой неделе инициировал вопрос о переносе выборов в органы местного самоуправления на 2016 год. Он объяснил тем, что есть проблема с обменом паспортов, которые еще пока не готовы, и к этому времени, к 2016 году, власти собираются успеть. С другой стороны, нужно, конечно же, определить статус этих людей в Гальском районе, которые будут лишены этого абхазского гражданства, части этих жителей, которые не смогут уже получить обратно абхазское гражданство. Ну и кроме того, есть, конечно же, проблема реформы органов местного самоуправления, один из тезисов которых стал базовым элементом выборной кампании нынешнего президента Рауля Хаджимба. Об органах местного самоуправления мы сегодня поговорим с исполняющим обязанности главы администрации Гальского района Тимуром Надарая. Добрый вечер. Я чуть-чуть эту фразу последнюю должен был представить Валерию Кураскову, так на меня посмотрел. Валера, извини, ты теперь первый вопрос задашь. Да. Во всяком случае, теперь зрители убедились, что мы работаем в прямом эфире. Да. У нас я удивился, я подумал, вдруг запись идет. Но, Тимур, я даже не знаю, как мы на ты, на вы будем разговаривать, а то мы с нашими друзьями, все тут у нас друзья, мы разговариваем на вы, в этом есть какое-то отсутствие естественности и простоты такой. Поэтому, наверное, я позволю себе все-таки с тобой разговаривать на ты, давно друг друга знаем и так далее. И потом я старше вас тут на лет 30-40. Первое, конечно, что всех очень интересовало и интересует. Вы человек новый в абхазской, так сказать, бюрократии. Говорят, вас долго уговаривали. Правда? Перед тем, как вы согласились на то, чтобы идти на эту работу вообще. И в итоге, какова причина вашего согласия, так скажем? Перед тем, как ответить на вопрос, психила хлубзе кахатырску ахтилохобства, я хотел хайт фавера урусфилами пахкут хатамыз учта здара исифтаз так то, что меня уговаривали, не то, что уговаривали, а просто сказали, что надо пойти служить Родине. Взяли меня на чувстве патриотизма, на другом было трудно взять, а отказывался я по многим причинам. Это и семейное положение со здоровьем моих близких родственников, и то, что я на самом деле человек новый, у меня нет опыта чиновничьей работы. Последняя моя должность командир войсковой части в 1995 году. И это совсем разные вещи, вы представляете. Я, естественно, и сейчас переживаю, и тогда переживал, что отсутствие опыта работы скажется на эффективности моей работы. Президент решил, твердо настоял на том, чтобы я туда пошел. Время покажет. Вы знаете, что я процитирую вообще? Ты, сейчас мы будем путаться. Процитирую цитату, я в интернете смотрел материал, естественно, когда к передаче готовились. Даже всего через неделю своей деятельности готов со всей ответственностью заявить, что состояние всей социально-транспортной и экономической инфраструктуры района после войны было на порядок лучше, чем сегодня. Скажите мне, прошло после того, как вы там поработали неделю, уже сколько времени? Завтра месяц. Уже месяц. За этот месяц что вам, какие у вас теперь ощущения вообще? Те же самые, что были после недели? Те же самые ощущения, еще более убежден в том, что эти мои слова правильные и готов подтвердить это. Я не говорю о всех сферах, я как раз говорил там о коммуникационных, транспортной инфраструктуре, о чем шла речь. Оно находится на самом деле в удручающем положении. Мы все время по телевидению много видели, что согласно комплексному плану проводятся работы. Да, нам говорили, что денег не хватает, что надо еще больше работ проводить. Но я не думал, что после всех тех дел, которые там были сделаны, состояние не изменилось. Вы приедете в город Гал,
Вы увидите, там хороший асфальт лежит. В городе трубы водопроводные нигде не текут, как в Сухуми. Вот в центре города и вокруг. То есть какая-то работа там, не какая-то, ну, хорошая работа там была проведена. Но когда вы зайдете в дома пятиэтажные, там запах, который стоит от канализационных стоков, которые прямо в подвал идут во многих домах. И потом специальной машиной надо это вытаскивать, откачивать. Потом хорошо в городе поменяли эти водопроводные трубы. Но проблему с водой так и не решили. Ее зимой нету. Потому что водозабор в таком состоянии, и труба, которая проложена к водозабору, в ужасном состоянии. И нету в самом водозаборе воды, и летом она высыхает. То есть к вопросу нету такого подхода, такого комплексного, с пониманием того дела, что вот как решить проблему. Вот сейчас там лежал проект на 37 миллионов, который, слава богу, и в правительстве здесь поняли, что его лучше не осуществлять. Там всего надо поменять 2 километра трубы, чтобы поменять вот эту часть обветшавшей трубы, которая на это 2 километра трубы 37 миллионов. Так, это сейчас... Можно мы с Валерой поедем, вскопаем, поменяем? Не, оно в горных условиях лежит, там специальные работы и все. Ну, 2 километра трубы на 37 миллионов защищенный проект, который правительство и министр экономики сейчас как бы его приостановил. Это без удорожания того последних месяцев, что произошло. Значит, он еще больше. Но и это не решало бы проблем. Вот они поменяли бы на 2 километра этой трубы, да? Ничего не поменялось бы, да? Опять воды не было, потому что проблема в водозаборе. Просто для того, чтобы освоить деньги, которые выделили, взять там, заработать на этом, да, там, строительным фирмам. Я там сейчас про откаты никого за руку не держал, хотя все сами догадываемся, да, вот, о чем идет речь. И все-таки не решит проблему. В то же время, буквально тот же начальник водоканала, Колбая, там такой есть очень специалист хороший, он докладывает о том, что можно другую, вот чисто город, чтобы обеспечить водой, есть другой проект, скважин, стоимостью, ну, мы еще не считали, делаем только смету, но я не думаю, что больше 10 миллионов, который полностью обеспечит водой город. Разница в том, что там вода шла самотеком, как бы в разное время, а здесь будет зависеть от электроэнергии, то есть будет свет, будет вода. Ну, извините, ну, свет как бы при всех проблемах с этим сегментом все равно он как бы есть. И этот вопрос можно решить, и зимой будет вода, и летом, и высыхать не будут там из скважины. То есть вот такой подход, понимаете, вот надо вообще комплексно посмотреть на все развитие. Понимаете? Деньги, возможно, есть, но нужен все-таки хозяйский подход. С другой стороны, вы сейчас о коммунальных делах говорили, проблемах, и я думаю, о том, о чем вы говорили, наверное, жители там Гудаутского района, там Ачимчирского, а вообще любого региона смотрят, и как бы у них такие же идентичные проблемы. Да, абсолютно. Все-таки вот здесь Валера зачитывал цитату о том, что вот сейчас намного хуже, чем 20 лет назад вот это хозяйство, что было. Но до войны, вот, допустим, Гальский район, это была фактически такая житница Абхазии, там больше всего чай собирали, там цитрусовые орехи и так далее. И сейчас там с той стороны Ингура на грузинском берегу стоят несколько предприятий, которые спокойно обрабатывают гальский орех. При этом мы вообще абсолютно как бы район дотационный, очень дотационный, имеет огромный потенциал, население большое, которое спокойно можно трудоустроить. И кругом одни проблемы, то есть с Гальским районом. То есть мы всегда смотрим на этот район как на вот такая как большая головная боль. Вообще, как выстроить эту систему? Вы чиновник только вот месяц, да, и после армии вы там активно бизнесом занимались и так далее. У вас есть все-таки вот такой более такой
свой расчет, да, который там положил трубу, да, за 35 лимонов, да, и потом выяснил, что она вообще не нужна была, главное было списать. То есть в бизнесе такого нет, да, что положил 35 миллионов, да, и думаешь, и все, и забыл о них. А вообще, что можно сделать вот в Гальском районе, чтобы он действительно мог зарабатывать деньги? Там живет очень трудоспособное население, там хорошие условия климатические, там очень много чего есть. Есть традиции, в конце концов, вот эти сельскохозяйственные. Можно я отвечу? Да. Ну как вообще эта ситуация изменится? С удовольствием. Ну, вообще, на самом деле-то эта проблема с чем связана? С тем, о чем вы вот здесь сказали, так несколько вскользь. Дело заключается в том, что сам по себе район, он, мне не нравится это слово, называют его тоже депрессивным районом. И депрессивность его, она зависит от того, что там неблагоприятная вообще вот ситуация, так сказать, в криминогенной своей составляющей. В большинстве своем многие со стороны, кто смотрит на этот Гальский район, думают, что причины, которые не позволяют этому району как бы встать на ноги, они заключаются в том, что там огромное количество правонарушений, полная бесхозяйственность, которая переходит уже вот в такое криминальное русло. Это действительно наши со стороны правильные ощущения или это уже не так? Во многом правильное ощущение. Вот буквально перед эфиром за полчаса звонил начальник милиции Чичхианин, который доложил о том, что в этом злополучном селе Баргеб, в котором за 3 года украли 25 человек, и местные жители заплатили 4 миллиона рублей выкупа. Опять была попытка похищения, она не удалась, но была открыта стрельба. Тот, кого хотели похитить, был ранен, и сейчас вот буквально в эти минуты скорая его доставила в больницу. Ну, как говорят, что состояние его здоровья, но угрозы жизни как бы нету. Понимаете, как, конечно, криминал присутствует там больше, чем в других районах. И вот эти вот такая статья Уголовного кодекса, как там похищение человека, слава богу, в другой части Абхазии уже почти мы об этом не слышим. Но там оно получило развитие. Как бы... Это кто в основном? Их крадут и потом переправляют там в Грузию? Крадут, не обязательно переправляют, могут и в другое село переправить и перевести в Кварчельский район, ну, ту часть бывшего Гальского, где-то там спрятать, потом просят там большой выкуп, потом в ходе торговли они опускают цену, бывают там и... Вот вся эта криминогенная ситуация, она как бы зависит все-таки от местных обстоятельств или есть какое-то влияние с грузинской стороны? Но все-таки я считаю, что от местных обстоятельств больше зависит, чем от влияния со стороны Грузии. Конечно, со стороны Грузии, когда объявлялась амнистия, там со сменой власти выпускалось много криминала, это сказывалось. И, естественно, с той стороны тоже люди участвуют в этих похищениях. Но все-таки основной костяк составляют местное население, которое, естественно, хочет на этом заработать, потому что безработица составляет там за 80%. Это целые несколько групп, что ли, орудуют вот таких? Ну, несколько групп, и они в определенных селах орудуют. Вот Сида, Баргеб, вот таких средних селах, о которых можно в разные стороны. В приграничных селах этого нет, что интересно. Самых приграничных. Там, где стоят российские пограничники, которые быстро могут отреагировать. Абхазские пограничники стоят. И как бы там понятно, что если с этой стороны, со стороны ГУР перекрыли дорогу, то эта группа должна двинуться в западную. Да. А вот когда она происходит вот в тех селах, как Баргеб, которые находятся в центре района, и в разные стороны можно уехать, и сотрудники милиции должны множество дорог перекрыть, и не всегда понятно, и сил, и средств не хватает. Там личный состав, ну, я не хочу говорить, может, это тоже тайна, ну, всего 70% или 60% от того
количество, которое необходимо там иметь. И что Вот вообще сейчас- никаких концов? Вообще вот люди годами там воруют людей. Не, есть Там где- уже какие-то организовались, если называть вещи своими именами, не называть это каким-то бизнес-сообществом, а преступные сообщества организовались. Просто Да. интересно, как вы с этим будете справляться, и есть ли у вас какие-то планы решительного характера, конечно, Да, по этому есть. поводу. Есть у нас планы. Во-первых, сейчас произошла смена руководства и прокуратуры, и милиции. Это много значит. И мы видим уже... Это как-то сказывается Уже вообще сказано, ну, на вот ситуации? попытка, как бы за месяц, вот это первая попытка, и всего за месяц 3 таких, одна попытка ограбления, были задержаны люди, и вот сейчас вот, и до этого кража, вот всего 3, как бы за месяц, как бы мы уже били по чему-то деревянному, что как бы проносило. Ну и сейчас, правда, есть ранения, но все-таки само похищение не состоялось. Надо работать, понимаете, очень много все связано, в такой клубок связывается. Вот Инал говорил о том, что богатый район, там больше всего чая собирали. Ну, во-первых, надо понять, что больше чая собирали, когда Гальский район был в тех старых границах. Сегодня там всего 5. Там нету чая уже, там было немного в нижней Чая зоне уже чая. нигде Да. нету в Абхазии. Да, и то есть вот то в тех границах, вот многие до сих пор считают, что совхоз Кохора, цитрусовый совхоз, Гальский район. Он нет, он относится к Творчельскому району. В Гальском районе остался там 2 Мзиури и Махунджа, 2 совхоза. То есть это уже не та территория. И население там, конечно, плотное по сравнению с Ачимчирским районом, да, там может плотность населения где-то в 2 раза больше 30 тысяч жителей, трудолюбивых людей. Большинство на самом деле, мы это видим, они хотят трудиться на земле, зарабатывать, жить спокойной, нормальной жизнью. Это абсолютно точно. Вот в связи с этим просто тогда добавить хочется, как бы вот о своих ощущениях. Вот знаете, многие воспринимают вот сам этот Гальский район неоднозначно. Сейчас я не хочу называть и говорить какие-то определения вслух, но неоднозначно. Какие у вас ощущения вот как раз по самому этому району? Расположен ли этот действительно район и, естественно, само население в нем к тому, чтобы органично как-то вписаться вот во всю ту деятельность и все те реформы, которые сейчас предполагаются у нас в стране? Вы понимаете, часть населения, конечно, готова вписаться, но есть другая часть, может даже большая, которая вот в эти политические наши процессы Втянута. Ну, я думаю, что она не подготовлена в достаточном уровне, чтобы как бы понять все, что мы там хотим сделать. Люди не верят. Вот самое сложное это вот получить доверие людей. Люди не верят, что что-то может измениться. Почему? Вот, сменялись руководители, президенты, приходила власть, все говорили одинаковые слова. Как ездили на подводах, они так как и ездили на подводах, вот ездят на этих подводах с женскими экипажами, на велосипедах, дороги в нижней зоне, вот там в городе до Ингура сделаны, но в нижней зоне дороги просто убитые, там уже невозможно даже на легковых машинах. Мы посчитали, средняя скорость 10-15 км в час. Высшей скорости нельзя. Вот президент посещал, вы видели, по российским частям, также и администрацию. Он прямо на месте принял решение о том, что вот одну из главных артерий, рокадная дорога от Ингура до Печоры, нижней зоны, необходимо будет отремонтировать. Дал задание Министерству экономики заложить в план, и есть вся уверенность в том, что эта дорога будет восстанавливаться. Это очень большое значение будет иметь для Гальского района. Вы знаете, мы Гальский район все эти годы все-таки такой какой-то остаточный. Мы считали, что это там периферия, там живет население не очень, люди, там граждане Грузии, да, это факт. Я еще раз убедился в том, что там, конечно, я сейчас не могу это доказать, вытащив там паспорта, но 90% они не раскрывают, и они граждане Грузии.
приблизительно по моим подсчетам, ну, не меньше 80% это граждане Грузии из совершеннолетних. Вот. И тому многим у них есть причина, это те 45 лари, которые Грузия уже давно платит как беженцам, оно поставило ее в зависимость от получения гражданства. То есть вы как беженцы получите 45 лари, если вы граждане Грузии. Ну, естественно, люди в таких нищенских условиях послевоенных, на каждого члена семьи эти деньги, это около 1000 с чем-то рублей, да, сейчас получается, для них были, ну, таким серьезным подспорьем. И они шли и брали гражданство. Есть те, которые считают Гальский район частью Грузии. То есть и всю Абхазию без считают. этого пособия считают. Да, и без этого пособия. Но есть определенная часть людей, которые вот просто из-за экономических интересов. Вот мы сейчас, с другой стороны, от того, что они не стали гражданами, мы же не стали не платить им пенсии. Ну, хотя бы те же 500 рублей. А там большое количество людей, которые получают только 500 рублей. Там почти нету российской, там 180 человек из 7000, которые получают российскую пенсию. И то это в Приморском, там вот где русские еще живут, в основном там. Все остальные получают вот эту абхазскую пенсию 500 рублей. Из-за того, что они перестали получать, мы их лишили гражданства, то, что у них оно было незаконно, мы же не перестали им платить пенсию. Более того, правительство, то, что заложило повышение этой пенсии, она будет касаться их тоже. И мы же не в зависимости от того, от ихнего гражданства же не поставили этот вопрос. Мы говорим о том, что мы решили политических прав это население, что они не могут голосовать на выборах президента и на выборах парламента, определять, как бы решать судьбу Абхазии, да, в самых таких значимых политических процессах. Но мы не говорим о том, что они лишаются каких-то социальных льгот, каких-то там других вещей. То есть, кроме этого, всеми... Кстати говоря, по тем планам, которые я слышу по реформе органов самоуправления, то есть этим людям, вне зависимости от того, там, являются они гражданами Абхазии или нет, они могут уже голосовать во время местных выборов. Есть такая идея, да, что если в новом законе, что те люди, которые будут иметь вид на жительство, да, они могут участвовать в формировании местных органов власти. Да. Я думаю, это что такая обычная европейская система. Да, я думаю, что это рациональное зерно в этом месте, и я думаю, что это хорошая идея. Что, да, они не будут участвовать в выборах парламента, они не будут участвовать в выборах президента, но в выборах в местные органы власти, я думаю, они должны участвовать. Вообще этот вопрос, конечно, он уже должен быть определен. Там, если даже уже определены какие-то сроки по выдаче паспортов, точнее по обмену паспортов и выдаче вида на жительство, вот вы уложитесь в эти сроки? Ой, очень трудно. Скорее всего, вот выдать 25 тысяч. Ну да, это в основном основная нагрузка на вас. Там не 25, это по Гальскому району, там 25 тысяч, это в старых границах Гальского района, там 14. Но понимать надо, что там еще они должны были получить паспорта приблизительно, ну, еще столько, ну, не столько же, но 1010 еще оставалось. Значит, надо поменять паспорта тем, у кого мы выдали, потом еще остальным тоже выдали. Вряд ли мы за один год... Но там речь идет о том, что чуть ли не на конец 2016 года, то есть у вас фактически 2 года. Ну, на конец 2016 года я об этом не слышал, я слышал, что на год. Ну, на год, но вроде бы не март месяц будет, а может даже еще чуть отодвинуть. Вы понимаете, главное сейчас, что, ну хорошо, мы выдадим тем 14 тысячам, у кого были вид на жительство. Но они уже могут, это уже большинство населения, они могут уже участвовать без той, ну, другой части. В этом нету проблем. Тут, знаете, вообще-то вопрос стоит, конечно, гораздо более глубже. Вот то, что история там продолжается, конечно, и не имеет такого какого-то определенного статуса с паспортами и выдачи вида на жительство, это одно. Другое дело, как сделать так, чтобы уже с этими паспортами или видом на жительство эти люди интегрировались вообще-то как-то более существенно вообще-то в нашу жизнь. Потому что есть такое ощущение,
И со стороны как-то оно может быть и неверное, но со стороны вот такое присутствует, что у этого района слабо развита вот идеология по части интеграции населения Вы знаете, я вам скажу, Лер, вот те процессы, которые произошли в Сухуми, и сход в мае, и вообще те собрания именно по этой паспортизации, они там сыграли свою положительную роль в плане самосознания населения. Вот после того, как парламент принял решение о том, что надо, то есть был нарушен закон и надо лишить гражданства, появилось около 70 заявлений тех, у кого считают себя этнически абхазами, такого массового заявления, стольких массовых, которые попросили там поменять им национальность. Паспортных данных. Да, там Зухбая, Кицбая, да, вот такие, да, и поменять им национальность и получить. Но мы тут столкнулись, что раз они уже потеряли гражданство, а в законе написано, что гражданин может поменять национальность. Теперь нужна поправка, что житель, скажем, страны имеет право поменять свою национальность, обратившись там в компетентные органы, там, в ЗАГС, написав и через там решением суда. Ну, а сейчас возьмут все жители поменяют. Если хотят или ты должен какие-то корни восстановить свои корни, если они начали ощущать себя абхазами, они имеют никакого насилия в этом плане мы не предполагаем, это абсолютно. Но вот те процессы, которые произошли в Сухуми, уже сыграли свою в этом смысле положительную роль. То есть люди начали задумываться. Быть им гражданами Абхазии, что им выгодно, быть гражданами Абхазии или гражданами Грузии. Вот, скажем, с улучшением экономической ситуации людей, желающих быть гражданами Абхазии, будет больше. И в этом я абсолютно убежден. Если мы завтра сделаем эту дорогу до Печоры, у нас будет там с криминалом проще. Та же машина, не оставив свой мост на какой-то канаве, и колесо доедет быстро, там, за 15 минут, то расстояние, которое сейчас за 1,5 часа проезжает или за час. То есть это многие вопросы будет снимать. Но самое главное, что нужен, понимаете, вот такими, скажем, там дорогу сделали, там это из-за скудности нашего бюджета и ограниченных возможностей. Нам нужно принять комплексную программу развития района. Скажем, да, на уровне администрации. Реальную комплексную программу, потому что все связано, взаимосвязано. Решая одну проблему, надо решать и другие. И если у нас не будет такого общего взгляда на проблему, решения вопросов многих и принятия программы социально-экономического развития, то вот так латанием дыр. Но с другой стороны, вот как бы долгое время, вот я со многими людьми, которые там более-менее отношения имеют к Гальскому району, вот, когда беседуешь с ними, они говорят, самое главное все-таки это безопасность, а там вот как бы все остальное как бы сразу за этим последует. То есть и люди такие трудолюбивые, для них главное, чтобы их никто не трогал, и все в этом плане было нормально, а все остальное, экономика и так далее, это как бы само собой быстренько поднимется. Насколько вообще это реально? С другой стороны, есть ли вообще какие-то попытки бизнеса войти в Гальский район? Да. Инвесторы там. Да. Есть ли какой интерес в этом плане? Да. Я думаю, что люди еще осматриваются в новой власти, так сказать. Там осторожничают, есть такие, но уже пошли очень много реальных предложений. Вот одни люди обратились с тем, что вот тот же орех, который там в самом большом количестве, который является основным источником доходов населения, я никогда не думал, я считал, что в Абхазии там около 3000 тонн орех добывается по всей Абхазии. Оказывается, в Гальском районе по разным оценкам до 12 тысяч тонн. Вы представляете, 12 тысяч тонн. Сегодня цена ореха 200 рублей, больше 200 рублей за килограмм. Если даже государство захочет купить у населения этот орех, чтобы для закупа только более 2 миллиардов рублей нужно.
Короче, бюджет наш весь. Да, весь наш бюджет. Просто закупить этот орех, да, если даже вот его надо закупить и перепродать, скажем, в Турцию в 2 раза дороже, да, надо 2 миллиарда, чтобы закупить орех у населения весь. Но что с этим продуктом происходит? Этот продукт на самом деле он там ценится, он также растет в цене, как и падает рубль в отношении к доллару. То есть прямо пропорционально происходит рост цен на орех. Он привязан к валюте, потому что грузинская сторона, она нашла какие-то рынки сбыта, говорят, в Турцию там не урожай был, засуха, говорят, там в другие страны Евросоюза, где за этот орех рассчитывают, у них идет расчета за твердую валюту. С нашей стороны как бы таких нету. Естественно, орех уходит в сторону Грузии, где больше дают за него. Сейчас появилось отсюда потери, отсюда потери бюджета. Что происходит на границе? На границе же стоит таможенник, который, к сожалению, давайте мы же не будем друг друга Валера обманывать, будем говорить правду. Он заинтересован в том, чтобы орех ушел в Грузию. Таможенник заинтересован, потому что у него зарплата там 15 тысяч рублей, он в какие-то дебри приехал, стоит, не знаю, там мы официально не имеем экономических отношений с Грузией, но при этом вот чиновники, представители государства, они с этого кормятся. С этого да, он стоит там, он стоит для того, чтобы именно вот с этого ореха получить там 10, говорят, такса какая-то там от 10 до 15 рублей. Человек, который должен остановить контрабанду, он заинтересован, чтобы она была. Говорят, что даже такие есть случаи, когда с нашей стороны поступают звонки в сторону Вы мне Грузии. Скажите, кто не заинтересован в этом? Не заинтересован? Да. Ну, например, я не заинтересован в этом. Ну, и как вы вот со всеми, как вы со всеми теми, кто этим заинтересован, а тут я вижу цепочка достаточно такая твердая, вообще крепкая, да, как вы с этим справляться? Понимаете, только административными или карательными мерами этот вопрос не решить. А что если, вот у меня такая крамольная мысль, меня все время она беспокоит, да, то есть у нас официально нет никаких торговых отношений с Грузией, при этом мы знаем, что идет, мы на рынок приходим, у нас ахалцихская картошка и так далее, яблоки из горы, наш орех сейчас туда идет. Скажешь, нет, я говорю, почему бы официально, если мы не можем с этой контрабандой бороться, в конце концов ее легализовать и мы официально получать в состоянии войны. Да, но в состоянии войны, но это нам не мешает абсолютно снимать, вот так получать вот эти дивиденды, теневую экономику подпитывать и так далее. Это нет, у меня просто выбор. Если государство не может с беззаконием. Нет, если государство не может бороться с этим явлением, либо оно должно получать с этого деньги и уже вкладывать как бы вот в такие вещи структурные. То есть оно должно поддержать это беззаконие. Вы понимаете как, Инал, от того, что, скажем, государство ввела таможенную пошлину там 20 рублей за килограмм перевозимого ореха в сторону Грузии, ну, официально ввела, от этого коррупция не перестанет. Значит, конечно, таможенники еще 15 добавят. Ну, у нас же на ПСО нету такого уже сейчас. Вот на ПСО нету. Раньше, да, было, потом все со временем мы все-таки как-то в цивилизованные формы вошли. Я думаю, такая же ситуация, в принципе. Знаете, что просто, чтобы мы как-то, у нас время же тоже ограничено, чтобы мы как-то продолжили дальше интересующие наше общество вопросы обсуждать, я хочу сказать, что да, если вы говорите, что вот в принципе все теперь начинается, я так понял, с незаинтересованного вот в этих коррупционных схемах человека, то есть это с вас, и судя по всему от вашей команды теперь зависит то, чтобы вот действительно многие такие вещи, которые там происходят с нарушением нашего законодательства, собственно говоря, носят преступный характер, чтобы вам удалось сделать. Просто давайте чуть-чуть уже как-то немножко дальше продвинемся, потому что был у него вопрос задан насчет инвесторов, и вы хотели по этому поводу ответить. Наверное, да, будет вот интересно услышать. Инвесторы, по развитию. Люди, ну, понимаете, очень много идей у людей, и хороших идей. Я не знаю, почему они там раньше не реализовывались. Вот тот же орех, да, который там, вот если орех, говорят, там тонну переработать, 40% получается как бы ядрышко и 60% это скорлупа. Значит, скажем, из 10 тысяч тонн 6 тысяч тонн это скорлупа. Из нее это прекрасный материал, из которого можно делать, скажем, ДСП, делать какие-то, прессовать, обрабатывать.
То есть есть такие предложения? Да, а его просто сжигают. Да. Его просто выкидывают и выбрасывают. Есть люди, которые сказали, вот помогите там, поддержка государства нужна им, как бы, в закупе, да, оборудования там, и так далее, и мы будем производить, скажем, там, ДСП, ДВП, там, есть люди... А есть еще какие-то которые, да, есть люди, которые говорят о том, что будут заниматься лавровым листом. Очень выгодное производство лаврового листа. Просят, чтобы им дали там землю. Нет проблем, мы это будем решать положительно. Есть люди, которые, если экологические службы разрешат, которые тем же работами на ингурском щебне очень, между прочим, говорят, что ингурские карьеры, которые там стоят, там высокого качества щебень, Грузия с той стороны добывает тысячами кубометров, стоят цеха, с нашей стороны почему-то ничего не добывалось, хотя экологи разрешают, там какие-то другие хозяйственные споры, что я там не разобрался еще, что там произошло. Есть люди, которые говорят о том, что готовы там же у нас там распространять сеть Wi-Fi там на территории Гальского района. Сегодня 460 абонентов получают связь Wi-Fi из Зугдиди. То есть они там поставили антенны и ловят тот сигнал мощный, который специально с грузинской стороны приходит, и деньги уходят в Зугдиди. Есть такое, что люди идут на зугдидское телевидение, дают объявление о том, что в Гале умер такой-то человек, и похороны будут тогда-то и тогда-то. Там 700 рублей на русские деньги. Тем это более объявление. они еще на неделю дают. У вас есть какие-то намерения сделать гальское телевидение? Да, у меня есть одно из моих таких, как бы сказать, это сделать гальское телевидение, которое будет вещать на... У нас газета «Гал» издается там на мингрельском и на абхазском и русском языке. И такое же получить гальское телевидение, которое будет вещать, потому что, вы понимаете, мы, конечно, очень много... Да, очень отличается город и от деревни. Очень сильное различие, хотя там городом тоже не очень все называли, но вот там все-таки другое отношение. Вот мы недавно узнали, что там в одной школе работает там Эсма Тарба, учительница, которая 5 лет из Гудаута, сейчас из Сухуми ездит туда на маршрутках, на автобусах, на перекладных, чтобы преподавать абхазский язык. Вот она герой. Вот я просто поражаюсь этой красивой, умной девушке, которая приезжает, и она клянется, что никогда не видела ни одного лари там с грузинской стороны зарплаты. Я ей просто хватит посмотреть ей в глаза и понять, что она говорит правду. Это молча делает свое дело каждый день. Вот они есть настоящие герои. И есть такие люди. Вы знаете, что вот в продолжении того, что инвесторы вот все-таки вы надеетесь на то, что появится. В продолжении этой темы хотелось бы еще спросить о том, что недавно у вас была встреча с представителями международных организаций. Она была? Да? А? Мы на «вы» перешли. Ну да, перешли на «вы». Заговаривается. Ну ладно, зрителям тоже будет интересно за этим понаблюдать. Вы мне скажите, да, вот какие-то существенные предложения, практически осуществимые, поступали от представителей этих международных организаций? Да, они говорят о том, что там несколько движений Управления Верховного комиссара по делам беженцев и движение против голода и датский совет по беженцам, который финансирует и норвежское правительство. Они рассказывали, мне еще надо изучать эти, у меня сложились такие нормальные отношения. Они говорят, что они предоставят план до конца года своих каких-то действий в гуманитарном характере. Будем обсуждать, работать, реально оказывают на самом деле помощь. Есть проекты, которые не завершили, помогли в строительстве. В этом году, в следующем году у них заложен ремонт одной школы, 2 садиков, строительство даже одного садика полностью.
Ну, при всем при этом их бюджет, я как понял, там около $1 миллиона консолидированный. Ну, если я ошибаюсь, я Сейчас извиняюсь. и раньше было так, что очень многие международные организации в основном работали в Гальском районе, и бывший президент тоже их в какой-то момент вообще, те организации, которые здесь имели офис, он заставил их туда переехать. Сейчас тоже, наверное, у них есть какие-то опасения, да, в силу опять того, что там власти поменялись, с другой стороны, в мире политика меняется, геополитический расклад меняется, и все время приходится как бы... Я читал статью нашего коллегу Антона Кривенюка, где одна из, как бы, преподавателей школы перед выборами говорил, что приход Хаджимба к власти абхазских националистов, мы будем изгонять это население, и с ужасом ждут, что произойдет, кто придет к власти. Ну, я думаю, что гальцы абсолютно убеждаются пока в обратном, что те, кто хочет жить и работать честно, добросовестно на этой земле, мы сделаем все возможно, чтобы они были такие условия. Тем, для кого, кто считает себя гражданином Грузии, это считает грузинской землей, и, пожалуйста, он может перейти через Ингур и проживать на той стороне, это его выбор. Вы знаете, вот в связи с тем, что вы сейчас говорили о самом населении, тоже вот как бы было некоторое такое обращение к ним. Президент отложил сейчас назначение глав администрации на целый год. Выборы, да. Да, выборы, то есть на целый год. А вот если бы в Гальском районе ваша должность была бы выборной, с какими словами вы бы обратились к местным жителям? Да даже если бы не выборной, просто я думаю, в Гальском районе все-таки сейчас смотрят, да? В Гальском районе будут смотреть. Я хочу обратиться к гальцам и сказать: дорогие гальцы, пожалуйста, определитесь, где вы хотите жить. Если вы хотите жить в Абхазии, мы будем жить все вместе, строить, создавать, растить детей. Если у вас есть другие планы, скажите об этом. Никого мы не считаем преступником. Более того, мы говорим о том, что разрешить гражданам Грузии с грузинскими паспортами переходить границу. А обратно, то есть дать возможность, у кого есть загранпаспорта, у них обычно в большинстве только пластиковые карточки. А если у него есть заграничный грузинский паспорт, мы говорим о том, что мы будем разрешать переходить границу в сторону Грузии, что мало ли граждан Франции живут в Швейцарии, или граждан, скажем, Нигерии живут в той же Франции. Тысячи граждан Узбекистана живут. Но это все-таки вот сейчас то, что вы говорите, это вот такое как бы заявление политика, обращение политика. А я вот как бы обычный, вот, допустим, галец, который вот там утром в поле вышел, поработал, вечером пришел и сидит у телевизора, если есть свет, и думает, хоть бы сегодня там кто-то грабитель не пришел, или там хоть бы завтра там нормальная погода была и опять поработал. Вот для такого гражданина, что вы можете... Как обратиться можете, там это паспортные дела оставим, гражданство и так далее, вот человека для такого тоже гражданина мы поддержим. Пусть он знает, что те люди, которые пришли сегодня руководить районом, не будут посылать к нему людей, чтобы оббирали, не будут брать взяток, будут ему помогать и делать все, чтобы он спокойно жил и работал. Вот я хочу, чтобы они в это поверили. На этой оптимистичной, на этой оптимистичной ноте, на этом позитивизме мы все-таки будем закругляться. Сегодня у нас в гостях был исполняющий обязанности главы администрации Гальского района Тимур Надарая, Валерий Кураско, Ибрагим Чкадо. Рядом. Да, он всегда рядом. Да, большая команда дежурная. В сторону которых я сейчас смотрю. За режиссерским пультом. А можно у меня тоже слово есть? Да. Я хочу попросить вас всех, вот такая прекрасная команда моих друзей, приехать в Гали и помочь снять небольшой репортаж, даже, может, маленький фильм. В этом есть такая необходимость. Мы вас ждем. Я могу сказать вообще, вот не то, что даже пообещать, а подтвердить вот ваше предложение нашими намерениями.
Я правильно Ты сказал? запутался. У нас есть такие намерения. Вот ваше предложение уже почти что наполовину исполнено. Это мы уже после эфира обсудим. До свидания. Ацхалбха Абзерас. Всегда с вами. Будьте здоровы. Абзерас.